Разгадкой этих тайн занимается не одно столетие, и целая группа ученых в разных частях земного шара, и в том числе и в нашей стране, исследованием шаманизма, исследованием в какой-то степени сейчас стали заниматься исследованием энергетики этих мест. Таких мест в Удмуртии великое множество. Одно из самых загадочных явлений прошлого – священные рощи. Удмурт – лесной человек. Он жил в лесу, лесом и молился на лес. Тепло, жилье – все это древним людям дарило дерево. По преданиям, посередине великого леса живет одно дерево. Это самое главное дерево леса. Это мудор-кыс. Оно подпирает вот небо, чтобы оно не упало на землю. Это очень важный момент мироздания. Мы лесные люди. Чуваши нас называют даже арсури, лесовики, лешие. Они боялись леса. Они были степняками все-таки и боялись, видимо, вот леса и все, что связано с лесом. А мы в леса прятались, мы укрывались, мы там жили. И вот под сенью леса нам было комфортно. Лес – это для нас все. Лес формирует наше хозяйство, нашу материальную культуру, нашу духовность, ментальность, наконец, глуховатые, еловые леса, ельники. У нас и характер немножко такой, вы знаете, мы немножко сумрачные, мы чуть-чуть такие задумчивые, мы сосредоточенные. В древности у каждой удмуртской деревни была своя священная роща. Это особый участок леса, там живут боги. Священные рощи огораживали, вход туда был разрешен только мужчинам, а в самые тайные места доступ разрешался лишь посвященным. Был специальный человек, которого называли хранитель Луда, жрец, который проводил моления, были помощники жреца. Вот только они могли посещать это святилище и в особенности посещать самую сакральную часть, совершать моления на самой сакральной части. Төйдө бинялтон кутен дерек важно кутен котка чедермедлос. Төйдө бинялтон. Төйдө бинялтон. Төйдө ашкшет. Ашкшет. Шок. Ваймес төйдө ашкшетен. Ева. Вышащёс. Вышащёс. Олок инок вышашка. Сохранились описания в дореволюционной литературе, описания исследователя Васильева о том, что приглашался Туно, гадатель, который проводил обряд и совершал такую пляску с кинжалом в руке. Его перетягивали в поясе, и вот в процессе этого обряда он впадал в транс и выкрикивал имя человека, который мог быть жрецом в Луде. Хранитель Луда жил в деревне среди обычных людей, но он был избранным, особым человеком. Его миссия – проводить моления и следить за порядком священной рощи. Да, в общем, все и так знали, что здесь нельзя рубить деревья, пасти скот, собирать грибы и ягоды, здесь нельзя сквернословить, громко разговаривать и вообще появляться без надобности. Кто посягнул, осквернил, он неминуемо будет наказан.
боги накажут. Вот что-то с ним случится. То ли его паралич разобьет, то ли вообще что-нибудь с ним произойдет. Но он плохо кончит. Это все точно знали. Это, безусловно, произойдет. Широко распространены предания, и в некоторых населенных пунктах они сохранились и до настоящего времени о том, что человек, который срубил дерево в священной роще, сделал что-то плохое там, вел себя непочтительно, справлял нужду там или плевался, то его потом мог хозяин священной рощи наказать. Обычно человек заболевал какой-то непонятной болезнью, там, у него появлялись, либо он становился безумным, либо появлялись какие-то образования, короста, там, увечья. Это почти из Калевалы идет. Там вот упоминается, что вот были такие на святых местах рябину, сеют там вяномёином, чтобы на этих рябинах сидели там птицы. Вот. Это уже поэтизировано как-то. Но когда была кампания, у нас всегда какие-то кампании бывают, вот решили, что нужно тут улучшить агрономию, так сказать, вот убрать вот эти вот, они мешают вообще пахать, там все прочее. Ну и трактора так пошли, трактором легко вообще-то свалить это дерево, и ничего сделали. А урожай стал меньше, что-то стало хуже, что-то вообще... Жизнь изменилась. Да и, говорят, и тракторист этот плохо кончил. Со строго научной точки зрения такие явления трудно исследовать. Имели ли они место быть на самом деле, или это все-таки уже какие-то совпадения. Но мне кажется, что к этому, может быть, нужно относиться и несколько более серьезно, потому что тысячелетиями люди накапливали опыт, накапливали наблюдения. Хозяин леса Нюласмурт – существо к человеку враждебное. Он, согласно преданиям, хитер и злопамятен, поэтому молиться ему нужно с особым усердием. А лучше всего подкупить его, принести жертву. Туда смес недавня кичина тупырта пыркаре. Щас. Телюти щасты сос вышашко, а черкель инмарли вышашко. И до настоящего времени сохранились сведения о том, что в дупло деревьев удмурты бросали монетки, складывали пищу и сопровождали эти ритуальные действия просьбами и обетными обещаниями, что вот, мол, если выполнится мое пожелание, то я пожертвую тебе, дух леса, барана, гуся или утку. А если удмурт шел срубить дерево, то он всегда разговаривал с ним, просил прощения, кланялся. На севере Удмуртии и в других регионах также распространены предания о том, что теряются люди на некоторое время. И говорят, что их водил или уносил с собой хозяин леса. И таких преданий очень много, и причем указывает тех реальных людей, которые жили в деревне или живут в деревне, которые терялись и потом возвращались. Некоторые из них благополучно доживали до преклонного возраста, а некоторые затем погибали. Мы еще не разобрались до конца в этом. Я на всякий случай кланяюсь каждому дереву. Мне нравится это. Я люблю деревья. Почитаемые деревья у удмуртов три основных почитаемых дерева. Это сосна, это дерево инмара. У квазя была ель, а вот береза у подземного мира. Вот как раз родник-то как раз с ней и связан, подземный мир. Да, у колдысина. И вот эти три бога,
триединое, так сказать, триединство, оно имело вот и свои, как бы, такие священные деревья. Также почитали рябину. Это у всех финно-угорских народов, и, видимо, и у славян тоже. Почитали и другие деревья, ну, скажем, клен, он воспет вот в песнях. Ольху. Кстати, ольху называют лулпу. Буквально переводится «дерево, душа» или «душа дерева». Такое неказистое дерево, и вдруг душа. Непонятно, скажете вы. Где-то я даже написал такое. А с душой-то вам все понятно? Вот эта ольха, она растет вдоль реки, и у нее даже вот когда кору с нее снять, она становится кроваво-красная, она как бы плачет вообще. Известная русская народная песня «В ополе березка» стояла и русский традиционный хоровод вокруг березы. Что это, как не остатки древнего культа леса? А новогодняя ель? Мы поклоняемся ей, загадываем под ней в новогоднюю ночь желания. Да мы все еще язычники, так же, как и наши далекие предки, которые наделяли душой все живое, а в лесу почитали каждое дерево. Можно к этому по-разному относиться. Можно улыбаться, можно говорить ерунда, мерехлюнди, это вот интеллигентщина какая-то, или вообще, так сказать, наив вообще вот тех вот первобытных людей или каких угодно. Мы легко вообще раздаем оценки. Но вдуматься в это и понять сложнее. А потом это нас догоняет, как бумеранг.